Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Песни под гитару» и я, Анатолий Длуцкий. Я рад всех приветствовать, кто любит авторскую песню, ценит хорошую поэзию. Меня зовут Марина Помас-Лайкова. Я пишу стихи, песни и исполняю их под гитару. А сегодня у нас гостья из Борисова. Член Союза писателей Беларуси, поэтесса, музыкант Марина Помас-Лайкова. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Анатолий. Скажите, пожалуйста, когда у вас появились первые строки, первые стихи? Осознанные первые строки у меня появились в момент, наверное, раскрытия личности. 11,5-12 лет где-то. Первая влюбленность, первые впечатления от серьезных книг, от серьезной поэзии. Хотя до этого у меня были попытки писать стихи, точнее писать окончания стихов, окончания песен, которые мне нравились, и я вдруг забывала по какой-то причине. Но я в данный момент говорю об осмысленном написании. Наверное, все-таки да, 11,5-12 лет. А любовь к поэзии привили в себе или интуитивно? У нас в семье очень любили песню. Отец играл на гитаре, мама пела прекрасно, прекрасным, задушевным голосом замечательные песни. Я не побоюсь сказать, что замечательные. Это были народные песни, бардовские, классические, романсы. И всей семьей мы собирались в большой круг семейный. У меня 6 братьев. Они тоже очень любят музыку все. И пели мы песни под гитару. Конечно, я считаю, что большой вклад семьи в мое творчество, в начало моего творчества. Но, конечно же, как любой человек вырастает из какой-то одежды, ему нужно ее менять. И я выросла, наверное, из того репертуара, который пели в нашей семье, и мне захотелось идти дальше и заниматься собственным творчеством. А когда появились первые песни? Вот. Когда захотелось написать мелодию свою? 11-12 лет. Вот как я говорила, раскрытие личности, осознание человека как какого-то индивида себя, как чего-то такого уникального. Вот в этот момент я захотела вдруг попробовать себя в разносторонних, в разных направлениях творческих. И поскольку я много читала поэзии, мне захотелось написать музыку на слова известных поэтов. Это были поэты Роберт Бернс, Аполлон Майков, Сергей Есенин, Александр Блок. Ну, естественно, классика, она наполняет душу. И самое удивительное в этом во всем, что когда я попробовала написать песни на слова этих великих поэтов, я почувствовала родственность, близость душевную к этим людям и поняла, что нет смерти, нет времени для души, нет никаких преград. И я в данный момент нахожусь с глазу на глаз с человеком, на чьи слова я пишу. Вот это самое волшебное в сотворчестве — поэт и музыкант. Марина, просится песня. С чего начнем? Ну, раз я говорю о творчестве на слова других поэтов, я, наверное, спою песню на слова Роберта Бернса «Любовь как роза». Пожалуйста. Любовь, как роза красная, цветет в моем саду. Моя любовь, как песенка, с которой в путь иду. Моя любовь, как песенка, с которой в путь иду. Светлее красоты твоей моя любовь одна. Она с тобой, пока моря не высохнут до дна. Она с тобой, пока моря не высохнут до дна. Ла-ла-лай, ла-лай, ла-ла, ла-ла-лай, ла-лай, ла-лай, ла-ла, ла-ла-лай, ла-ла, ла-ла-ла. Не высохнут моря, мой друг, не рушится гранит, не остановится песок, а он, как жизнь, бежит. Не остановится песок, а он, как жизнь, бежит. Будь счастлива,
моя любовь, прощай и не грусти, вернусь к тебе, хоть целый свет пришлось бы мне пройти, вернусь к тебе, хоть целый свет пришлось бы мне пройти. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, 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 Спасибо. А что для вас особенно важно при написании песни? Работа над текстом. Потому что текст несет в себе основной заряд, основной энергетический потенциал, который потом перейдет и в музыку, и в песню. Поэт закладывает всю энергию в стихотворении. И композитор, он уже, ему главное просто поймать этот ритм. И поэтому я очень серьезно работаю над текстом, от слова к образу, от образа к символу. И у меня есть символичные песни, есть сюжетные. Сюжетные — это баллады. Вот я очень люблю истории различные из жизни людей, драмы, также радостные всевозможные события. Ну, а есть песни, символы, песни, которые, ну, как бы заставляют размышлять. Когда-то я над этим размышляла, я хочу, чтобы над этим поразмышляли И другие что вы нам люди. сейчас поете? Ну, наверное, песню «Символ» Колосья. Пожалуйста. Земле исповедуются колосья, высоко плывут облака над полем. Земле исповедуются колосья, а в шепоте их нет ни страха, ни боли. Но тихая радость лучится, как будто открыта им тайна нетленья. Не грех принуждает к земле клониться, а спелые зерна, а спелые зерна, а спелые зерна святого смирения. Спасибо. Марина, в оформлении обложки вашего сборника стихов «Дымчатые кони» вы использовали ваши авторские рисунки. Какие таланты вы еще скрываете в себе? Да, я рисую. Мое большое увлечение — это портретная графика. Ну, конечно, немного живопись, и с благословения священников я писала иконы также. Вот. Но портретная графика — это все-таки основное мое направление в художественном творчестве. Вот. А вы говорите, какие еще способности? Да, ну, наверное, таланты. Есть актерский талант. Я хотел играю про это сказать. как самодеятельный артист в театре Видарысы в Борисове. Вот. И для этого театра я писала песни для спектаклей. Хочу спеть одну из песен. Интересно очень. Да, это песня «Антонио», как бы он посвящает ее Розалине из спектакля Григория Горина «Карнавал в Вероне». Пожалуйста. Звезда моя, царица ночи, ты слышала мою мольбу. Я был скитальцем, я пророчил себе беспутную судьбу. Попойки, игры в адском круге,
Прощался я день ото дня. Тебя же встретил и подруги с друзьями прокляли меня. Плывет звезда, мерцая зыбко, но я иду за ней, иду наперекор былым ошибкам, молве пророчащей беду. О, как любовь была далека, теперь лишь руку протяни. В людских страстей слепом потоке слезой спасительно извинит звезда моя. Марина, вы как-то сказали, и, конечно же, главный вдохновитель – это ребенок, который живет в моей душе и не взрослеет. Я думаю, что очень правильно для творческого человека, да, в душе оставаться ребенком. Очень много приходится делать ошибок по глупости этого ребенка. Оступаться, зная, что оступишься, все равно оступаешься. Почему? А потому что хочется узнавать что-то новое, потому что хочется столкнуться с чем-то неизведанным. И даже зная, что это будет неправильно, но ты этого никогда не чувствовал, приходится идти на это, падать, ушибаться, ошибаться. Сознательно. Частенько сознательно. Ну, может быть, в отличие от ребенка, который делает это неосознанно, все-таки мы делаем это сознательно, взрослые люди. Но ребенок очень любопытный, он везде свой нос сует, ему все хочется знать, и ему не хочется останавливаться, ему хочется идти дальше, 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 он непоседливый. Вот этот непоседа живет во мне. Вот, недавно я увлеклась детским творчеством, стала писать детские стихи и песни, подготовила сборник для публикации, называется «Лунная сказка». Ну, я очень часто общаюсь с детьми, читаю им свои стихи, пою песни, у нас идет хороший контакт. Вот, ну и я могу спеть что-то. Пожалуйста, вот я хотел предложить что-нибудь из этого. Кашевар. Старый-старый кашевар кашу заварил, старый-старый кашевар свету заявил, что за парочку каких-нибудь ножных штиблет сварит кашу из серебряных и золотых монет. От Берлина до Канар шел народный толк, старый-старый кашевар в деле знает толк. Блюд из злата, серебра еще не видел свет, но зачем ему гора ношеных штиблет? Тра-ла-ла-ла-пам-пам, тра-ла-лам-парам-парам-пам-пам, трам-пам, тра-ла-ла-ла-пам-пам, трам-пам-пам-пам-пам. Всех неистовей хвалил сказочный обед тот, кто больше приносил дорогих монет. Приобулись поварята за добром добро, а у старого звенит в мехе серебро. Тра-ла-ла-ла-пам-пам, прам-пам, тра-ла-ла-ла-пам-пам, трам-пам, тра-ла-ла-ла-пам-пам, трам-пам, ла-ла-лам. Спасибо, Марина. Самое главное, что у вас глаза горят, когда вы поете, когда вы рассказываете. Это очень хорошо, это правильно. Поэтому мы не прощаемся с вами. Мы встретимся через несколько дней, потому что я буду очень ждать встречи с вами. Спасибо. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, смотрите, слушайте нас, заходите на сайт www.3belarus.by, отдавайте голос лучшему. Это была программа «Песни под гитару». Я Анатолий Длуцкий. До встречи.